Здравствуйте! Мы с вами продолжаем свойства трапеции. Значит, мы с вами решим задачи, как в прошлый раз, и повторим с вами свойства в ходе решения задач. Итого, первая задача. Биссектрисы углов А и Б при боковой стороне АБ трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите АБ, если АФ дано и БФ дано. Так, итого, у нас имеется трапеция, биссектрисы углов А и Б при боковой стороне трапеции. Дано у нас ABCD трапеция. Так. А боковая сторона. Биссектрисы углов А и Б при боковой стороне. Провожу биссектрису углов. То, что это биссектриса, я здесь обозначу таким образом. Пусть это будет угол альфа, и здесь тоже угол альфа. Биссектриса угла АБ. Мы с вами знаем, что биссектриса – это луч, который будет делить угол пополам. Поэтому здесь у меня получилось два угла бета. Так, итого, биссектриса углов А и Б при боковой стороне трапеции пересекается в точке F. Точка пересечения. Так, итого, в нашей трапеции BC получилось параллельно AD. АФ и BF – это биссектрисы. Так, здесь немножко красоту наведу. Получилось не так. BF. Биссектрисы. Они пересекаются в точке F. AF пересекает BF в точке F. Найти АБ, если АФ равно 24, BF равно 10, и мы с вами должны найти АБ. Решение. Ну, во-первых, мы с вами помним, что две стороны параллельны. При параллельных прямых и секущей образуются односторонние углы, и сумма этих односторонних углов будет 180 градусов. Так, итого, BC у нас параллельно AD, АБ у нас секущая. Так, тогда угол А плюс угол Б это равно 180 градусов. Я в скобках напишу, что это односторонние углы. Сделаю такие пояснения. Причем я обязательно пишу, при каких параллельных прямых и секущей. Что я тогда получаю? Я получаю 2 альфа плюс 2 бета равно 180 градусов. И я вижу, что все коэффициенты пропорциональны двойке. Отсюда я получаю, что альфа плюс бета равно 90 градусов. Тогда, рассматривая треугольник АБФ, по теореме о сумме углов треугольника я получаю, что он у меня прямоугольный. Угол АФБ равен 90 градусам. И в этом треугольнике у меня известны две стороны. Значит, я применю теорему Пифагора. Следующий шаг. Давайте мы с вами наведем красоту. Это у нас первый момент был. Что мы с вами сделали? Мы с вами доказали, что треугольник прямоугольный. И во-вторых, в данном треугольнике мы с вами применим теорему Пифагора. Так, итого, в каком же это было треугольнике? В треугольнике АБФ применим теорему Пифагора. Теорему Пифагора. И по теореме Пифагора у нас получится квадрат гипотенузы АБ в квадрате равно сумме квадратов катетов. Мы с вами получим, что АБ равно 26. Ответ задачи 26. Так, итого, что мы с вами здесь применили? Нет. Мы с вами использовали следующее свойство, что при параллельных...
Двинем, что при параллельных прямых А параллельно Б и секущей, С секущая, сумма двух односторонних углов 180 градусов. У нас здесь было 2 альфа и 2 бета. Итого 2 альфа плюс 2 бета равно 180 градусов. Так, вот это свойство мы с вами применили при решении данной задачи. Приступим к следующей задаче. Она у нас тоже на доказательство. Тоже имеем трапецию. Диагонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника. Докажите, что треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики. Диагонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника. Так, пусть А, Б, С, Д у нас трапеция. Пусть P – точка пересечения данных диагоналей. Мы с вами должны доказать, что площадь треугольника АБП равна площади треугольника СПД. Это не равные треугольники, но они равновелики. Это как ваши квартиры. Они могут иметь разную планировку, но быть равновеликими по площади. Значит, нам нужно доказать, что эти два треугольника равновелики. Доказательство. Так. Во-первых, мы с вами заметим, что площадь треугольника АБД равна площади треугольника АЦД. Почему? Потому что у них одно и то же основание АД и одна и та же высота, которая является высотой трапеции. Так. Что мы сделаем дальше? Чтобы получить площадь треугольника АВП, мы с вами из площади треугольника АБД вычтем площадь треугольника АПД. Чтобы получить площадь треугольника СПД, из площади треугольника АЦД мы вычтем площадь того же самого треугольника АПД. А так как мы с вами знаем, что площади данных треугольничков равны, значит, из равных площадей мы с вами вычитаем площадь одного и того же треугольника. Тогда получается отсюда, что у нас площадь треугольника АБП равна площади треугольника СПД. Ой. СПД. Что требовалось доказать. Итого, возвращаясь к первой задаче. У нас была трапеция АБЦД, у нас были отрезки БФ, АФ известны. Мы с вами нашли боковую сторону АБ. Сейчас здесь, в данной задаче, нам нужно найти расстояние от точки F до оснований и до боковой стороны АБ. Ну, во-первых, мы с вами можем доказать, что все эти расстояния равны между собой следующим образом. Из точки F мы с вами опустим перпендикуляр на сторону BC. Из точки F мы с вами опустим перпендикуляр на сторону AB. Основание перпендикуляров обозначим через точки КМ. Из точки F опустим перпендикуляр на основание AD и основание обозначим через буковку N. Так, потому что расстояние от точки до плоскости – это длина перпендикуляра. Теперь мы хотим с вами доказать, что данные отрезочки у нас равны между собой. Тогда вместо 3 вычислений мы с вами сделаем всего одно вычисление. Что мы с вами получаем? Мы с вами получаем, что треугольник БКФ прямоугольный.
треугольник BMF прямоугольный и два прямоугольных треугольника равны по гипотенузе и острому углу. Давайте я запишу. Треугольник BKF равен треугольнику BMF как прямоугольные по гипотенузе и острому углу. Отсюда следует равенство отрезочков MF равно KF. Так, дальше треугольник AMF равен треугольнику ANF тоже как прямоугольные по гипотенузе и острому углу. Отсюда следует, что отрезок MF равен отрезку FN. Из последних двух равенств мы с вами получаем, что отрезочек MF равен отрезку KF и равен отрезку FN. То есть это все одни и те же отрезочки. Каким же образом мы с вами найдем длину этих отрезочков? Мы с вами в прямоугольном треугольничке можем использовать пропорциональность отрезков в прямоугольном треугольнике. Напоминаю, общепринятые обозначения катеты, гипотенуза, высоту проведем. Здесь проекция катета на гипотенузу, проекция катета на гипотенузу. И здесь мы с вами можем использовать следующую формулу, что квадрат гипотенузы равен произведению гипотенузы на проекцию катета на гипотенузу. И отсюда мы с вами можем найти проекцию и, соответственно, высоту. Так, мы с вами повторили некоторые свойства трапеции, мы с вами повторили признаки равенства прямоугольных треугольников, ну и пропорциональность отрезков в прямоугольном треугольнике. Надеюсь, занятие было для вас полезным. Спасибо за внимание.